Всех рада приветствовать у экранов телевизоров и у мобильных средств связи. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. В студии Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Сегодня последний день месяца апреля, 30 число, пятница. Сегодня в нашей программе вы узнаете секреты приготовления вкусного, сочного шашлыка. Узнаем, как жители Нерюнгри готовятся к светлой Пасхе. Из нашей рубрики «Мой питомец» увидите, как научить дисциплине своего щенка и чем удивил Мирнинский балет «Алмазы Якутии» своих зрителей. Также хотим напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире, и сегодня для поздравлений и пожеланий вам пригодится наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну а также этот телефон пригодится для розыгрыша подарка от магазина профессиональных инструментов для строительства и дачников «Профи Маркет». Сегодня мы разыграем вот этот вот очень интересный прививочный нож для растений. И самый внимательный, самый быстрый, правильный ответ от наших телезрителей получит этот замечательный подарок. Да, совсем скоро прозвучит вопрос, поэтому будьте внимательны, следите за нашей программой и за нашими материалами. Ну а далее знакомимся с прогнозом погоды. Сегодня в центральных районах 6 часов утра температура воздуха составила 2-4 градуса мороза. В Заречной группе минус 4 плюс 3 градуса, в южных 2-3 градуса ниже нуля. В Вилюйской группе 4-6 градусов мороза, в Нижнеленских 3,6, в западных от минус 5 до плюс 1 градуса тепла. В Колымы-Дигирской группе 0-16 градусов мороза, в Янских 2-13 градусов, на северо-западе от 0 до минус 4. В Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила 2 градуса тепла. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до плюс 8-10 градусов. Такой будет погода в последний рабочий день перед длинными майскими выходными. Друзья, осталось совсем немного, один рабочий день. Ну а потом, конечно же, хороший отдых. И между тем... И здоровый сон. И здоровый сон, да. Между тем, в России возвращаются к вопросу о 4-дневной рабочей неделе. Вместе с нами сейчас в студии находится новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, кто заговорил о введении 4-дневного рабочего режима? Коллеги, утро доброе. Доброе утро, Якутия. Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по сокращению рабочей недели в ряде регионов. Зампредседателя Совета Безопасности обсудил этот вопрос с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости. По его словам, переход к 4-дневной рабочей неделе может быть ступенчатым. Медведев также заметил, что такая реформа может позволить избежать безработицы в отдельных случаях. Режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции продлен на территории республики. Сообщается, что деятельность ночных клубов, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, продлевается до конца мая. Между тем, с 1 числа для работающих граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменяется режим самоизоляции. При выходе на работу в очной форме они должны соблюдать масочный режим. К тому же работодатели должны обеспечить за счет собственных средств лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР или ИХ. Требование не распространяется на прошедших полную вакцинацию против коронавируса, а также переболевших COVID-19. Кроме того, усилят соблюдение санитарных мер в торговых центрах, кафе, ресторанах и местах скопления людей. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев на заседании Координационного совета по предпринимательству. Он отметил, что непростая эпидситуация складывается в Якутске и Мигино-Кангаласском районе, а также негативную тенденцию показывает и Алданский район, где впервые зафиксирован британский штамм коронавируса. Случаев выявления британского штамма коронавируса становится больше, подчеркнул глава. Во время проверок особое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима работниками дезинфекции торговых и производственных помещений.
А в отделении Пенсионного фонда по Якутии рассказали о сроках доставки пенсии в майские выходные дни. Доставка пенсии и иных социальных выплат на дом в Улусах начнется 5 и 6 мая по обычному графику. 7 мая выдадут пенсии за 7 и 9 числа, 8 мая за 8 и 10 число. Пенсионерам в Якутске и его пригородах доставят пенсию за 9 мая раньше, с 6 по 8 число. В кассах отделений почтовой связи пенсию можно получить 5 и 6 мая, также по графику, 7 мая за 7 и 9 числа, а 8 мая за 8 и 10. Мы профинансировали досрочно пенсии за май месяц, которые получают через кредитные учреждения, за 8 и за 10 мая. Это город Якутск и все северные районы. Все те районы, которые получают после 12 мая, пенсия будет зачисляться в соответствии с графиком. Кроме того, с 4 по 7 мая все территориальные органы пенсионного фонда будут работать по обычному режиму. График приема действует как в будние дни. Капсула времени в формате видеоинтервью. Национальная библиотека при поддержке Госсобрания Илтумен презентовала проект под названием «100 интервью о будущем Якутии». Его цель в преддверии празднования столетия якутской автономии – сформировать коллективное видение будущего, вдохновившись произведением «Великий столетний план» одного из основателей республики Платона Аюнского. С ноября прошлого года писатели, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа и республики, о том, каким будет мир через 100 лет. Собранные материалы на 2 государственных языках представят широкому кругу пользователей на портале 100interview.rf. И сегодня мы стартуем, презентуем наш сайт, на который уже загружено 20 видеоинтервью. А далее в течение года мы собираемся завершить этот проект, съемки видеоинтервью, и собираемся также выпустить электронную книгу на основе видеоинтервью. Помимо этого, уже с осени следующего года каждый житель республики, может быть, страны, может оставить свое послание будущим поколениям, которые будут проживать через 100 лет. В постоянном представительстве Якутии в Москве впервые сдали нормы ГТО. Акцию приурочили к Году здоровья и 90-летию создания Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивная программа фестиваля состояла из 4 тестов. Экспертами выступили сотрудники Центра ГТО Северо-Восточного федерального университета. Участники, сдавшие нормативы, получили знаки и удостоверения. Отметим, что в акции могут принять участие не только сотрудники постпредства республики, но и представители якутского землячества, проживающие в Москве. Самое главное, что победа над собой. ГТО наши выполняют нормативы наши бабушки, дедушки и наши родители. Сейчас мы будем передавать свои нормативы своим детям. Это могу назвать как наследие, уже история. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Вы смотрите программу «Утро Якутии». И настало время для нашего долгожданного вопроса, конкурсного вопроса. Итак, внимание, уважаемые телезрители, вам нужно назвать самое морозоустойчивое растение. Варианты своих ответов вы можете отправлять на наш WhatsApp номер, который видите на своих экранах. Самый первый правильно ответивший получает приз от магазина «Профи-маркет». Что Да, это у нас? У нас прививочный нож. То есть это, думаю, такой для тех, кто профессионально практически занимается садом, огородом. Но хотелось бы немного сделать подсказку. Это морозоустойчивое растение, распространено в Якутии. Вот, ну что, ждем ваши ответы. Тем временем, удивительно, но факт, утренняя зарядка может развивать и оказывать сильнейшее влияние на когнитивные способности. Исследования показали, что упражнения стимулируют рост новых нервных клеток, улучшают память, а зарядка ускоряет метаболизм. Поэтому в течение дня вы тратите больше калорий, что эффективно при похудении. Ну а регулярные спортивные занятия повышают активность мозга. Вы лучше работаете и меньше устаете, поэтому предлагаем вам провести вместе с нами зарядку, которую проведут инструктора фитнес-клуба «Фитнес Лайф» Мария и Андрей.
Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и раз, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу, максимально растягиваем бицепс бедра, остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И раз, 2, 3, держим равновесие, 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Доброе утро, приятного аппетита всем, кто в эту минуту завтракает. Ну а одним из традиционных завтраков, как ты думаешь, что является? Не знаю, я очень часто завтракаю яичницей. Да, я думаю, это самое универсальное блюдо, которое готовят на завтрак во многих странах мира. У каждого кулинара есть свой любимый рецепт этого блюда, ну а сегодня мы поделимся с вами рецептом запеченного омлета. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы готовим запеченный омлет. Для этого нам понадобятся помидоры черри, можно использовать еще огурец и укроп. Затем у нас идет ветчина. Ветчину можно заменить колбасой, ну или чем-то другим. Затем идет молоко и яйца. Ну и соль, конечно же. Для начала берем обработанные яйца и разбиваем в миску. Я беру молоко, 30 грамм, наливаю в миску. Добавляем щепотку соли по вкусу. Берем венчик и начинаем замешивать. Эту массу мы не должны, получается, доводить до пенки, потому что у нас омлет будет слишком воздушный, а нам это не надо. Берем силиконовую лопатку, силиконовую форму и смазываем маслом. Затем я беру бекон, ну, можете взять что-то другое, и засыпаем формочку сразу. Сыпем бекон на дно и немного укладываем. И заливаем наше яйцо. Сейчас я беру противень, укладываю нашу силиконовую формочку, подготовленную уже, и выкладываю в печь на 10-15 минут, 180 градусов. Смотрите там сами. Итак, мы поставили наши яйца на 15 минут и ждем готовности. Подготовил, получается, декор. Тут у меня укроп.
микрозелень. И тюль. Вот так, украсив свое блюдо, вы можете поднять свое настроение на целый день. Приятного аппетита! Я, кстати, не завтракала сегодня. Очень классный рецепт, да, но у меня бы терпения не хватило, я бы еще на моменте, Сразу когда... пожарила. Да, сразу бы съел прямо со сковороды. Вот. Ну а сегодня, кстати, друзья, в России отмечается День пожарной охраны. И, пользуясь случаем, мы поздравляем всех, кто несет службу в пожарной охране. И это, наверное, тот самый случай, когда можно пожелать как можно меньше работы. И пусть все будет спокойно. Ну а с другими датами 30 апреля знакомимся в нашей ежедневной рубрике. «30 апреля – Международный день джаза. Кроме того, сегодня Международный день свечника, изготовителя свечей. 30 апреля – День пожарной охраны России и День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. По народному календарю, если в этот день солнце взойдет ясно, будет сухое лето, а если через тучи – дождливое. 30 апреля 311 года правитель восточной части Римской империи Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство. В 1789 году в этот день состоялась церемония инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона. 30 апреля 1812 года Луизиана стала штатом США. Эту территорию американцы выкупили у Франции. 30 апреля 1918 года образована киностудия «Ленфильм». В 1945 году 30 апреля советские воины водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. 30 апреля 1971 года в Москве на Ленинских Воробьевых горах открылся новый цирк. В 1777 году в этот день родился Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик, физик и астроном. 30 апреля 1857 года на свет появился Эйген Блейлер, швейцарский психиатр, который выделил шизофрению как самостоятельное заболевание. В 1883 году в этот день родился Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик. 30 апреля 1967 года родился Филипп Киркоров, советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист России. Именины в этот день празднуют Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор. По традиции, месяц май – это, конечно же, сезон шашлыков, выездов на природу. Но, к сожалению, в связи с ограничительными мерами выехать на природу этой весной нам не удастся. Однако мы всегда можем приготовить шашлыки в домашних условиях на даче или в своем загородном доме. А полезные советы пригодятся, я думаю, каждому. Секретом приготовления вкусных и сочных шашлыков мы научились у братьев Сагаманян. Доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Ваге, а я Роберт. И мы сегодня будем рассказывать, как в домашних условиях приготовить вкусные сочные шашлыки. Для хорошего шашлыка нам нужно подобрать хорошее мясо. А если вы торопитесь и хотите приготовить на скорую руку, вы можете выбрать парное мясо. Ну а если вы планируете заранее свой пикник, то можете взять замороженное мясо. Мы бы вам посоветовали шейку, потому что это самая мягкая часть свинины. Маринад должен быть простым, чтобы приготовилось оно максимально быстро и максимально вкусно. Добавляйте соль по вкусу. Можете приправить вашими любимыми приправами. Ну еще и добавляйте лук. Лук придает особой пикантность. Если вы не спешите в приготовлении шашлыка, то вы можете мариновать шашлык примерно сутки. Оно впитается очень хорошо солью и специями, и аромат будет божественным. Ну а если вы торопитесь, можете пожарить шашлыки примерно через 2-3 часа после мариновки. Приступаем к нанизыванию шашлыка. Берем кусочек, чтобы кусочек удобно лежал в руке.
Одеваем шампур прямо посередине, чтобы когда переворачивать, было равномерно все. Если у вас один кусок большой, а один маленький, естественно, маленький кусочек быстро перегорит, а большой кусочек останется сырым. Угли нужно подбирать хорошие, бирюзовые. Угли нужно подготовить за минутки 30, чтобы когда вы уже насадили шашлыки, идти сразу жарить их. Друзья, у меня, допустим, специальное приспособление для раздувки углей, но вы можете просто взять, не знаю, кусочек картонки или, допустим, даже крышку от кастрюли тоже, возможно, пригодится. Приступим к жарке. Надо держать расстояние шашлыков друг от друга, чтобы угли не потухли. Обязательно очень часто переворачиваем шашлыки, чтобы они не подгорели. Хорошо промаринованный шашлык готовится 15-20 минут. Приготовились наши шашлычки. Прекрасные шашлыки. Смотрите, какой сок. Добавляем лучка. Чуть-чуть немного. Самое главное, готовьте от души, и у вас все получится очень вкусно и сочно. А мы попробуем наши приготовленные шашлычки. Сначала отрываем, снимаем, окунаем. Дай мне. И что делаем? Улетаем. И действительно, все мы улетели здесь, слюнки потекли. Все-таки я сейчас жалею, что тоже очень мало позавтракал сегодня. Знал бы, что столько сюжетов про еду будет, наверное, поел бы поплотнее. Но, друзья, на портале «Работа в России» стартовал прием заявок на бесплатное обучение безработных граждан, лиц пенсионного и предпенсионного возраста, женщин с детьми по востребованным в регионе компетенциям. Как и на кого можно обучиться на краткосрочных курсах, где трудоустроиться, мы спросим сегодня у нашего гостя, директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Владислава Хабарова. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Владислав. Программа новая. Расскажите подробнее, кто и где может обучиться, сколько квот выделено Якутии. И это же федеральная, да, программа? Да, это федеральный проект, называется «Содействие занятости», и он действует в рамках национального проекта «Демография». Вообще надо сказать предысторию. Из-за того, что случилась у нас пандемия коронавируса, в общем, в Якутии, по данным Госкомитета занятости, безработица выросла примерно в 3 раза. Это очень большие цифры. И для того, ну не только в Якутии, а вообще в целом по России, для того, чтобы довести значение до пандемийного значения, вот придумали такую программу. Бесплатное обучение граждан 5 категорий. Это первое, это граждане, которые ищут работу. Вторая категория – это безработные граждане, которые стоят на учете в центрах занятости. Третья категория – это предпенсионеры. Четвертая категория – это граждане в возрасте старше 50 лет. Это и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, но имеют детей дошкольного возраста. Всего в Якутии у нас есть квота 1091 человек, и у нас обучают Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с нашими профессиональными образовательными организациями всего региона и Северо-Восточный федеральный университет. А по каким профессиям? Ну, профессий очень много. Главное, тут критерий выбора вот этих курсов, они должны быть от 1 до 3 месяцев. Это краткосрочные программы, которые готовят человека сразу на выход на рынок труда. У Северо-Восточного федерального университета где-то 58 образовательных программ, да, по-разному, начиная от промышленности, заканчивая IT. У нас, у Центра опережающей профессиональной подготовки и наших профессиональных образовательных организаций около 100. Главное различие у Северо-Восточного университета – это по профессиям, а у нас по компетенциям WorldSkills. А скажите, вот как проходят курсы очно или дистанционно, и какой документ по окончанию обучения выдается человеку?
А всего в России есть 3 федеральных оператора, которые вот регулируют эту деятельность. Это агентство WorldSkills, где обучение проводится по компетенциям WorldSkills. Наверное, слышали про чемпионаты WorldSkills, да, которые проводятся. Есть там определенные международные стандарты. Есть ТГУ, Томский государственный университет, у которого есть свой оператор, Северо-Восточный федеральный университет. И РАНХИКС, который также дистанционно проводит курсы. Все курсы у нас проводятся очно и дистанционно. Но, конечно, приоритет отдается очному обучению. Продолжительность курсов 3 месяца, вы сказали, да? 3 месяца, да. Есть и от 72 часов курсы, есть и вот такие где-то 200 часов, которые составляют. Разные. А куда и как можно подать документы, куда нужно обратиться? Человек, который вот заинтересовался этой программой, должен зайти на сайт trud7.ru, и там есть специальная вот ссылка, называется «Содействие занятости», федеральный проект. Туда кликаешь, выбираешь свою категорию, к которой ты относишься, выбираешь регион обучения, и там уже на выбор тебе выходит несколько курсов, которые тебе предлагаются. Выбрав курс, ты ждешь, заполняешь анкету, мы проверяем все его документы, действительно ли он относится к той категории, и потом отправляем его на обучение. Основная цель человека, который проходит курс, это трудоустройство. А содействуете ли вы трудоустройству человека по окончании обучения? Да, мы очень тесно работаем с Госкомитетом занятости нашей республики, центрами занятости наших регионов. Конечно, основную работу проводят они, мы в части обучения, а вот они в части трудоустройства, в части выбора работодателей, предприятий. Есть тут нюансы. Обязательно человек, который обучился, должен потом трудоустроиться. И для этого он подписывает трехсторонний договор. Как только он поступает в образовательную организацию, он подписывает со стороны себя образовательная организация, которая обеспечит обучение, и предприятие, которое потом его трудоустроит. То есть после обучения он должен стать либо трудоустроенным, либо открыть собственное дело. А если он открывает собственное дело, то это будет двухсторонний договор. Образовательная организация и человек. Вот. Обязательное условие этой программы и результат должен быть трудоустроен. И в течение, если по трудоустройству говорить, например, и в течение 6 месяцев он должен быть там трудоустроен. И это будет отслеживаться. Спасибо, Владислав. Итак, запоминаем сайт Труд7, да? Да, trud7.ru. Еще можно зайти в социальные сети, на наш паблик cop.ukt. Там тоже, если есть вопросы, задать, какие у вас есть. Спасибо вам огромное. Удачного дня. И призываем телезрителей принять участие активное. Да, ну и через небольшую паузу мы вновь продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Уже в эти выходные православные верующие отметят Пасху, один из самых светлых и ярких религиозных праздников. Пасха является долгожданным днем завершения поста. Многие хозяйки готовят еду, упаковывают корзинки для освящения еды в храме, пекут пасхи и красят яйца. А мы узнали, как жители Нерюнгри готовятся к этому светлому празднику. Покупаем на Пасху 3 десятка яиц, чтобы покрасить, испечь куличи, ну и накормить вкусными салатами. Лотка 2, наверное, надо взять. Да, это 60 штук. Лоток. Потому что угощать, гости придут, угощать надо будет кого-то. И саму немножко ставить, на работу взять. В Нерюнгри, в церкви Казанской иконы Божьей Матери, ровно в полночь пройдут праздничные богослужения. Ровно в полночь состоится праздничная служба, а вторая литургия для детей и людей старшего возраста пройдут в 8 часов утра. Настало время ознакомиться с последними событиями, которые произошли в республике и в стране. С ними нас ознакомит Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Попов оценил ход начавшихся работ по капитальному ремонту 2 домов в Якутске по адресу Автодорожная 40/6 и 40/7. Всего отремонтируют в столице более 400 домов. Общая сумма запланированных работ более 3 миллиардов рублей. Работы в 2 домах по Автодорожной уже начались. Определен и генеральный подрядчик, частная фирма «Сахастройсервис». До конца сентября в этих домах планируется покраска балконов, облицовка цоколя
цоколя. Кроме того, обшиваются фасады зданий. Как отметил министр, обшивка фасадов новым материалом является экспериментом, и эффект будет виден в предстоящий отопительный сезон. Мы предполагаем, что в отопительный сезон 21-22 жители этих домов должны почувствовать экономию средств, которые не оплачивают за потребленные коммунальные ресурсы. Это касается тех ресурсов, которые уходят, по сути своей, на общедомовые нужды. Данная технология, еще раз повторю, применяется впервые в городе Якутске. Да? Цвет и цветовая гамма этих панелей согласовывалась с управлением архитектуры города Якутска. При положительном, так скажем, опыте использования данных конструктивных элементов данные виды работ будут тиражироваться по территории республики. Регионального оператора по уборке бытовых отходов в Ленске оштрафовали первый раз в феврале на 30 тысяч рублей, второй на такую же сумму уже в ближайшее время. Напомним, функции регоператора выполняет Мирнинское предприятие жилищного хозяйства. Уборкой мусора на придомовых территориях в Ленске занимается третий год. Но в начале 2021-го произошел сбой. До сих пор вывозит ТБО в городе с перебоями. По ходатайству Ленского Роспотребнадзора предприятие оштрафовали за ненадлежащее использование своих обязанностей. Тем временем в городе начался санитарный двухмесячник. Объявляют его каждую весну, но в этом году уборка предстоит более масштабная. В управляющих компаниях уверены, это последствия мусорных завалов. Ситуацией недовольны, но наводить порядок собираются не без помощи ленчан. В связи с тем, что региональным оператором МПЖХ не своевременно производится вывоз мусора, территории города, даже не придомовых территорий, а территории города засорены. Очень много мусора. И здесь, конечно, от нас, от жителей, зависит, что выйти и убрать все-таки город. Не только это ложится на управляющую компанию, это также и жителей, потому что мы в этом городе живем. В окружной администрации Якутска торжественно вручили свидетельство на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Полученные средства семьи могут вложить в строительство жилого дома. Также с помощью выплаты можно получить субсидию на покупку жилой недвижимости. При этом возвращать средства не нужно. Эта госпрограмма направлена на оказание помощи для обеспечения жильем молодых семей. Всего в столице в сводном списке претендентов на получение выплат по данной программе состоят 356 семей. Мы сегодня выдали 30 семьям сертификаты на социальные выплаты на покупку жилья. Это может быть либо покупка квартиры, либо строительство индивидуального жилищного дома. Общая сумма денег в этом году выделенных порядка 61 миллиона. В целом нужно сказать, что для молодых семей это очень важный шаг. В тех сертификатах, которые я выдавал, в основном были многодетные семьи. Мне отрадно то, что в нашем государстве сегодня есть такая возможность поддерживать молодых семей при покупке жилья. Для многих из них это первое жилье, что немаловажно. Более 4500 заявлений на поступление в первый класс подано в Якутске. По информации Управления образования столицы, в первый день приема заявлений от родителей поступило множество телефонных обращений. В основном вопросы связаны с заполнением бланка электронного заявления, а также с указанием преимущественного права приема. В ведомстве напоминают, что в случае, если заявителям не указано данное право, необходимо обратиться непосредственно в образовательное учреждение и предоставить подтверждающие документы, чтобы оператор школы мог своевременно внести правки. К этому часу у меня все. Всего доброго и удачного дня. Наш утренний эфир продолжает рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за эти 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться и какой была жизнь людей и какой она стала. И каждый день мы делимся с вами интересным фактом о Якутии 21 века. Сегодня мы поговорим о промышленности и об участии промышленных компаний в развитии нашей республики.
За последние 12 лет промышленные компании Якутии направили на развитие нашей республики более 30 миллиардов рублей. Это позволило построить свыше 30 социальных объектов. Лидеры промышленной отрасли берут на себя ремонт и строительство дорог, возводят физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культуры. В частности, Якутская топливно-энергетическая компания планирует в следующем году провести комплексную реновацию школы в поселке городского типа Кызылсыр, Вилюйского улуса. Школа будет расширена и реконструирована по стандарту образовательного центра «Точка будущего» в Иркутске. В ней появится многофункциональная рабочая мастерская и инженерный класс. Кроме того, ЕТЭК намерена провести капитальный ремонт уличной сети поселка, построить полигон твердых бытовых отходов, организовать уличное освещение. Крупные добывающие компании строят уже не вахтовые поселки, а в целые города. А компания «Эльга Уголь» планирует построить населенный пункт на 20 тысяч жителей. Но мы всем желаем доброго утра и отличного настроения. И хотелось бы отметить, что всегда вызывают восхищение творческие люди. И в следующем сюжете мы вам расскажем о лауреате многих московских и международных художественных конкурсов, члене Союза художников России, члене правления Московского союза художников Ольге Тихоновой. Любимыми темами мастера являются пейзажи русской провинции и ценности семейного счастья. Произведения Ольги Тихоновой находятся в собрании многих художественных музеев, в том числе и в нашем Национальном музее республики. В этом месяце отмечает день рождения замечательный художник Тихонова Ольга Викторовна. Член Союза художников России, Московского союза художников, лауреат многочисленных международных конкурсов. Она родом с Орловщины. Это то место, где родились и жили наши великие классики. Бунин, Фет, Пришвин, Тургенев, Лесков. И Орловщина стала той питательной средой, которая обусловила и вдохновила художницу на творческие свершения. Ее часто сравнивают с великой предшественницей Зинаидой Серебряковой. Это не случайно. Быть и многодетной матерью, и успешным художником – это в искусстве явление, конечно, неординарное. Также проводится параллель в их светлой тематике работ. И действительно, они писали и пишут красоту близких людей, традиции и красоту русской природы. На выставке представлена работа, которую она подарила нашему музею, с красивым названием «Пенящий аромат пионов». Все творчество этой художницы, оно не только очень талантливо и высокохудожественно, но оно еще пропитано ее душевным, эмоциональным таким порывом, да? И достаточно художнице положить на холст 2-3 мазка, и картина сразу оживает, она эмоционально окрашивается. В ее работах очень много легкости, свежести. Действительно, в этой картине ощущаешь этот вот аромат такой пенящий. Все ее натюрморты – это радость, это красота, это умиротворение. Это все то, что мы так ждем от высокого искусства. Пион, он лето истинная суть, и зноя, пряности дурманящий предвестник. Так аромат его манит вдохнуть, красив и пышен, как сватой наряд невестин. Красив любви подаренный букет душевных чувств, чудесное послание. Нежнее цветов во всей вселенной нет. Пион хранит любви, благоухание. Как красиво! Вот сразу чувствуется весна на картине, пробуждение природы, пробуждение всего живого, пробуждение диких животных. Интересно, можно ли их дрессировать? В принципе, ответ, конечно, скорее всего положительный, но, согласитесь, таких примеров не так много. Да, но насчет дрессировки диких животных я точно тебе сказать не могу. Но вот как научить дисциплине своего маленького щенка или взрослую собаку, мы можем вам рассказать в нашем следующем сюжете.
рядом сидеть. Да. Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами снова Людмила Московских и наша рубрика «Мой питомец». А сегодня мы с вами поговорим про правила и методы обучения щенков и взрослых собак. Методы дрессировки существуют. Положительное подкрепление, то есть вот показываю вам на нашей же доберманше Унике. То есть это наведение собаку лакомством и поощрение лакомством, ну, вкусняшкой, грубо говоря, либо мячиком, игрушкой. Есть метод механический, когда мы физически собаке, включая лакомство, при этом мы показываем собаке физически, что мы от нее хотим. И есть метод комбинированный. Вот я больше пользуюсь комбинированным методом. Почему? Потому что до собаки правильность поведения донести проще, а потом закрепить вкусняшкой это дело. И плюс, чем старше становится собака, тем используется корректировка поведения. Без корректировки поведения, особенно крупную, серьезную собаку воспитать невозможно. На одном положительном подкреплении просто невозможно. Почему? Потому что, выходя в город, если вы уберете лакомство, видите, я лакомство убираю, собака сразу соскакивает. Это не моя собачка, она у меня всего 1 день находится и ко мне попала на передержку с дрессировкой. Рядом. Раньше она проходила обучение, давненько не подкрепляла, поэтому собака расслабилась. Вот вам доберман. Очень суетная собака, очень активная, очень стремительная. И не дав собаке сброс энергии, не загрузив ее мозги дрессировкой, вот я стою на месте, собака начинает от меня требовать: что ты стоишь, давай что-нибудь делать, пошли куда-нибудь, дай мне загрузку мозгов, давай со мной поиграй, что-нибудь поделай, дай мне еще вкусняшку. Она вот стоит и просто вымогает, требует от меня. Я могу подкреплять ее сейчас, если лакомством, что я закреплю? Я закреплю ненужное поведение. То есть она скачет, она скулит, она царапает меня лапой, требует. Я начну ее хвалить, поощрять такое поведение. Следующим этапом будет еще худшее поведение. Поэтому я включаю корректировку поведения и более строгая рука, более строгий голос, слегка одергиваю и требую от собачки подчиниться, то есть успокоиться. Вот она подчинилась, вот она спокойно сидит. Вот это называется воспитание и дрессировка собаки. Всего хорошего! Что ж, смотрите нашу рубрику, нашу постоянную рубрику «Постоянно», и ваши питомцы будут дисциплинированными. Да. Ну а мы подводим итоги нашего конкурса. Хотелось бы поздравить победителя. Абонент, номер которого оканчивается на 3530. Самый первый и правильный ответ на наш вопрос про самое морозоустойчивое растение. Ответ – лиственница. Очень много было правильных ответов, но именно этот абонент прислал ответ первым. Поздравляем и свяжемся с вами после эфира. Да, и приз от профимаркета, конечно же, передадим буквально сегодня. Ну а балет «Алмазы Якутии» закрыл очередной театральный сезон. Мирницы представили интересную программу. Юлия Золотарева побывала за кулисами и узнала, как готовились танцоры и чем они удивили зрителей. На сцене мамаша Жигонь с красными щеками и в пышном платье, а под юбкой дети. Вот только исполняет женскую роль мужчина. Это одна из постановок на концерте детского театра балета «Алмазы Якутии». Здесь не только балет «Щелкунчика», разнообразили классику и рок-н-роллом. В этом году закрыли 34-й театральный сезон. Билеты на концерт, по словам организаторов, разлетелись за 3 дня. Следующее. А началось все здесь, в театральном зале, за час. Дети собирались сами и помогали друг другу. 14-летняя Дарья Цыпляткина научилась делать шишки и красить. Говорит на опыте, как-никак 8 лет в балете. Ну, на некоторых концертах бывает, что родители помогают, а так да, мы больше сами. У
Успеть не только собраться, но и точить все движения. Синхронно, в ряд, носочек к носочку. Ведь готовились всего 3 месяца. Пришлось начинать будто с нуля. Помешали и домашние репетиции. Сложное в подготовке – это организация в плане репетиций, потому что дети учатся с 2 смен в школе. Это всего 1 репетиция в неделю, сводная, такого большого количества детей. Но, тем не менее, даже с 1 репетицией в неделю сводной мы справились. Справились, но волнение осталось не только у детей. Не меньше этого концерта ждали и родители. Очень долго готовились к нему. Мой ребенок ходит в подготовку, поэтому я очень даже переживаю. В этом году особенно переживает сильно. У нас последний год мы почти 12 лет посвятили балету. И так пришлось нам уезжать в этом году навсегда. Это ее последний концерт вообще, скорее всего, будет. Для одних этот год стал последним, а для кого-то первым. Пока коллектив будет ждать следующего театрального сезона, они еще порадуют мирницев на городских мероприятиях. Юлия Золотарева, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Что ж, а в прошлом году в честь открытия 10-го концертного сезона филармония Якутии солисты симфонического хора Леонид Анциферов и Алексей Солдатов удивили посетителей торгового центра. Артисты устроили флешмоб. Те, кто был в это время в торговом центре, были приятно удивлены и восхищены. И теперь с нетерпением ждут концертов филармонии. Но у нас в гостях сегодня непосредственно один из героев этого флешмоба, Леонид Анциферов, солист хора Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Некоторые, наверное, телезрители наши пожалели, что в тот момент не оказались в торговом центре, да? А вот как вы сами восприняли эту идею? Вообще идея мне очень нравится, и побольше бы такого, но, к сожалению, в данных нынешних обстоятельствах это, конечно, достаточно проблематично устраивать такие вещи. Нельзя сказать, что это был флешмоб прямо в полном смысле, то есть какая-то организация, подготовка все равно шла. Нужна была аппаратура звукоусиливающая, все, и, к сожалению, в торговом зале непосредственно нам не разрешили выступать, поэтому мы выступали в фойе на входе. Честно говоря, покупатели были прямо очень удивлены, это мягко сказано. Я помню видео прям по всем сетям. Люди идут в телефонах, заходят в двери, тут раз какая-то музыка, они смотрят, понять ничего не могут. Действительно, у нас это не очень распространено, то есть мы не особо привыкшие к таким событиям люди, но вот все-таки работать на сцене это одно, а в общественном месте это совсем другой формат. Какие были твои ощущения? Ощущения такие своеобразные. Дело в том, что это зритель, который, грубо говоря, идет мимо. Он, то есть, проходит. Конечно, там, да, некоторые задерживаются, достают телефон и начинают снимать. Начинают там делать селфи. Эй, посмотрите, у нас тут артисты поют. А некоторые проходят вот так вот. Далее я пришел, да? С такими подозрительными лицами. Что происходит? Это вообще что? Какая-то... Пойду-ка я отсюда. Что-то замышляю. Да. Но опыт все равно в любом случае и полезный, и забавный, и поучительный. Впереди праздник 9 мая, да, в прошлом году также был проведен флешмоб артистами, да, которые приезжали во дворы, выступали во дворах у ветеранов. Это действительно было очень трогательно. Вот что-то подобное ожидается в этом году. Мы очень надеемся, что разрешат нам такую же акцию. Будет она называться «Поем двором 2021». Тоже у нас намечаются такие поездки нескольких солистов нашего хора и выступления во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной. Надеемся, что ничего этому не воспрепятствует. Получится. А какие творческие планы и над чем сегодня поработать? Филармония. Сейчас, что касается оркестра, у оркестра планов очень много. Они готовят концерты. 5 мая приезжает наш непревзойденный маэстро Фабио Мастранджело. Они будут давать концерт 5 числа. А хор готовит концерты пасхальные
2 мая в Преображенском храме будем выступать. 4 мая тоже будет еще один концерт. К сожалению, нам отменили концерты 9 числа, ну, то есть в преддверии Дня Победы, потому что, сами понимаете, что сейчас ограничения. Надеемся, что будет концерт еще русского романса 18 мая. Ну, там дальше планы тоже есть. Но остается только рассчитывать на то, что не будем выступать, как в прошлом году, в Ютубе. А вообще где-то можно вот актуальную информацию получать про ваше выступление в филармонии? Есть сайт филармонии, philharmony.ru, есть аккаунт у филармонии в Инстаграм, тоже филармония называется, Государственная филармония Республики Саха-Якутия. Там есть афиши, да. Леонид, я думаю, телезрители с нетерпением ждут подарка от вас этим утром, да, музыкального подарка. Будем рады услышать. Ну, с музыкой немножко технические неполадки, да, поэтому вот так акапельно. Так даже лучше, наверное. Наверное, да, будем надеяться. Не, ты не спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда. Скажут да, солнце и вода, звезды и огни, и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза, не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши. Браво, Леонид, как всегда. Спасибо. Шикарно, да? Спасибо, Леонид. Желаем вам дальнейших творческих успехов. Спасибо большое. Ждем Спасибо вас за то, что всегда, пригласили. Всегда Спасибо. рады видеть вас в нашей студии. Отличного дня, хорошего настроения. Ну и мы рады зачитать сообщение, которое пришло на наш WhatsApp номер. Помимо ответов на сегодняшнюю викторину, у нас также приходят и поздравления. Поздравляю свою дорогую маму Антонину Христофоровну с наступающей Пасхой. Желаю ей крепкого здоровья и много-много счастья. Вот такое вот замечательное поздравление к нам пришло. Что ж, мы также присоединяемся к поздравлениям с предстоящей Пасхой. Желаем вам всего прекрасного. Длинные выходные ожидаются в мае, поэтому не скучайте. Мы с вами обязательно увидимся после праздников. Программа «Утро Якутии» также немножко отдохнет, да, и с новыми силами приступим к новым. Да, и завершить наш сегодняшний выпуск мы бы хотели кадрами, интересными кадрами с 202-го микрорайона. Всем до свидания.